Здравствуйте, это программа «Главное». В республике готовится к празднованию 250-летия единения Ингушетии с Россией. Как будем отмечать это событие, спросим у наших гостей. В студии нашей программы Айна Ильясова, заместитель министра культуры Ингушетии, Мурат Галаев, главный режиссер Ингушского государственного драматического театра, Ильяс Евлоев, директор Республиканского дома народного творчества, и Лейла Хадзиева, художественный руководитель театра юного зрителя. Я вас всех приветствую. Айна, наверное, начнем с вас. Что готовим для наших зрителей, которые соберутся 10 октября на стадионе в Сунже? 10 октября на стадионе Сунжа, на стадионе имени Дьякова в городе Сунжа будет проходить большое театрализованное концертное мероприятие, которое предполагает авиашоу с участием эскадрильи «Стрижи», театрализованного пролога и концертной части. В театрализованном прологе мы подразумеваем показать историю, быт ингушского народа, показать то эпохальное событие, которое произошло 250 лет назад, то есть подписание соглашения о единении Ингушетии с Россией. После пролога и торжественной части мы переходим к концертной части. В концерте у нас примут участие ведущие артисты нашей республики, Республика СКФО и артистов из города Москвы. Это Тамара Гверцетели, Сергей Волчков, Диана Анкудинова, «Глюкоза». Подворья будут? Нет, сам театрализованный пролог, он подразумевает показ подворья. Айна, забегая вперед, расскажите немного о содержании вообще этой постановки. Театрализованный пролог, что это такое? Это один день из жизни ингушского быта, от рассвета до заката. Мы здесь постарались показать и традиции, и музыкальную культуру, и хореографическую культуру. Здесь у нас прозвучат новые песни, специально написанные для пролога, хореографические композиции новые. Музыка к прологу написана министром культуры, народным артистом Республики Ингушетия Тамерланом Дзейтовым. Артисты театральных коллективов покажут акт соглашения, подписания договора между Ингушетией и Россией. Это тоже театрализованная часть пролога, где мы хотим показать и сторону российскую, и сторону ингушскую, и момент соглашения, и момент, когда мы понимаем, что не все, может быть, да, сразу прям проголосовали «за», поэтому здесь момент борьбы, момент того, что надо нам, это не надо нам, это присоединение, и побеждает в конце концов разум, мудрость народа, и то, как мы всегда умели в трудную минуту сплотиться и найти правильное решение, правильный путь. В прологе мы для того, чтобы показать период нашествий, период набегов, период войн, чтобы это театрализованно показать народу, мы пригласили всадников дикой дивизии. Вот, и думаем, что у нас получится здесь очень красивое шоу, будет проходить битва, и наряду с этим хореографическая композиция, тоже «Рубка» называется. Здесь мы тоже хотим показать момент противостояния ингушей, защиты своих границ, своей земли. Вот в общем плане вот такая вот. Музыку, вы сказали, писал Тамерлан Дзейтов, а ставил-то кто? Ставит у нас Мурат Галаев. Мурат Галаев, да. Это режиссер, главный режиссер. Мурат, как долго, да, вы, значит, все это придумывали, ставили, и довольны ли вы, главное, своей работой? Придумывал у нас сценарист. Да. Ильяс Дело Евлоев. в том, что написал сценарий Евлоев, Ильяс. Вот, по этому сценарию мы и начали свою работу. Сложность, обычно задают такой вопрос, какие сложности возникали. Особенно
Ну, есть какие-то проблемы, да, допустим, вот сложность заключается в том, что вот единую композицию все уложить по трекам действия. Вот немножко это новое такое направление, но удалось все это сделать. Вот, вначале было трудно, да, а потом уже все легко. Сейчас мы уже на финишной прямой. Да. Вот завтра мы поедем, будем там работать на стадионе. Ильяс, это ваш первый сценарий для такого масштабного мероприятия? Нет, в принципе, не первый сценарий, но именно что касается единения России и Ингушетии, я и в предыдущие годы на 240-летие тоже писал сценарий, тоже там какая-то своя изюминка была, но в этот раз мы все переосмыслили, по-другому все написано, составлено. Но, в принципе, сказать, что это мой сценарий, это будет слишком громко, потому что мы все коллегиально работали над этим сценарием, дополняли, дорабатывали, дописывали. В том числе активно со мной работали министр культуры Тамерлан Магомедгиреевич Зайтов, Айна Ильясова, Мурад работал, а также хореографы работали. Каждый вносил свою лепту в этот сценарий, говорили, что, где, как поменять, что подстроить под определенный творческий, допустим, коллектив. Все-таки в этом мероприятии задействованы все коллективы, театральные, хореографические, вокальные, инструментальные, поэтому под каждый этот коллектив, чтобы это собрать в единое целое, нужно было все коллегиально разрабатывать, в том числе и театры, потому что у них тоже очень такая ответственная часть в этом прологе, подписание договора, массовые сцены, в которых они играют. Поэтому это все коллегиальная работа. Коллеги просто Ильяс, наверняка все репетировали, да, много раз именно эту постановку? Ну, безусловно. Видели все это со стороны. Сейчас, вот за несколько дней до вот празднования, и когда у вас нет времени все исправлять, вы замечали, что вот нужно было вот здесь вот сделать так или так? Какие-то свои замечания? Вы знаете, даже после мероприятия будут такие замечания, потому что пределу нет совершенства, как говорится. Совершенству нет предела, вернее, будет правильно сказать, да. Совершенству нет предела, поэтому замечания всегда будут. Но дело в том, что мы, исходя сам исторический аспект, сам этот факт подписания договора, он не предполагает каких-то ярких там фейерверков, каких-то там шоу, каких-то элементов с элементами шоу, потому что это само по себе, если мы будем брать в историческом разрезе, это некое аскетическое такое действие, которое должно происходить в соответствии с той эпохой, о которой мы сегодня говорим. Поэтому мы прибегали максимально к тем техническим выразительным средствам, которые сегодня можно использовать в контексте данного события. Поэтому там нету каких-то там технических, каких-то супер, каких-то эффектов. Мы работаем с тем материалом, который нам сегодня хочется показать. Тот исторический период, о котором мы говорим, это один день, как Айна Зайудиновна сказала, из жизни ингушей. Да? Вот тогда не было, в той эпохе не было каких-то там, скажем, каких-то эффектов, может быть. Мы, соответственно, с этой эпохой и работаем. И актеры работают, и хореографы работают. Вот технические какие-то проблемы возникали? Технические проблемы. С нами работает еще московская группа, режиссерско-постановочная группа. Они технические вопросы решают они. И мы, в принципе, тоже весь наш технический, творческий потенциал задействовали в этом мероприятии. Сказать, что каких-то явных, открытых каких-то проблем я, честно говоря, не встречал. Замминистра лучше, наверное, об этом знает. Скажет. Было такое, что вы что-то придумали, пришли, я хочу сделать так, а вам говорят, мы так не можем технически. Технически распространенное вот это в Ингушетии. Есть. Можем сделать? Можем все, что мы хотим, да? Дело в том, что просто само мероприятие не предполагает, как я уже говорил, каких-то супертехнических эффектов. И все, что там должно быть, все, что мы хотели и
желали в этом... Все больше зависит от актеров, да? Да, там живая игра, там живое действие, которое своим мастерством актер должен показать. Вот, эмоции, на эмоциях это мероприятие должно проходить. Ну, это будет одной линией, вот, все, ну, по логике выстроенная композиция, вот от чего начинается и до конца, вот, пройдем по одной линии, можно так сказать. А завтра мы уже технически это все должны соединять. Это экраны будут работать, и свет, и все остальное. Вот завтра мы начнем уже сталкиваться с какими-то трудностями, может быть. А хронометраж постановки, он сколько минут будет длиться? 20. Около 20 минут, да. Это 20 минут, в принципе... Все, в течение 20 минут вам нужно показать по хронологии всю эту историю. В принципе, это, можно сказать, первый опыт. И не то, что первый опыт, это, по-моему, первый раз на моей памяти, не только в Ингушетии, но и в регионах тоже, чтобы один единый трек, вот музыкальный трек, да, он длится в течение этих 20 минут, на базе которого построен весь пролог. Это сложная работа в плане режиссерском, в плане актерском. Это очень сложная работа. Композитору тоже не сладко было, Да. потому что... Нет, но здесь я хочу добавить, объединяющей составляющей этого пролога у нас является образ старца. Да. Он у нас появляется 4 раза на протяжении всего пролога. Вначале он дает небольшую справку, как бы рассказывает о возникновении народа ингушского. Это будет на русском языке? Это будет, да, у нас будет много гостей на мероприятии, поэтому мы решили, речь старца будет на русском языке. Вот. Потом он выходит перед тем, как собрать людей на противостояние врагу. Он напутствует, он играет роль ведущего по жизни, голос разума, голос космоса, голос мудрости, консолидации народа нашего. Вот такой собирательный образ. И проходит он сквозной линией, он является объединяющей. Поэтому у нас получился очень цельным пролог со сквозным действием, с персонажем старца. Вот. Речь этого старца мы очень долго обсуждали, мы отрабатывали разные версии. Вот. И, как сказал Ильяс, мы все-таки коллегиально решили, приняли одно единое решение, вот так, чтобы со всех сторон, и идеологически, и политически, и нравственно, и этически, со всех сторон показать разум, мудрость и стремление ингушского народа к братству, к единству и к видению будущего своего народа. Я думаю, что пролог будет очень полезен, интересен и для наших молодых поколений, будущего поколения, молодого поколения, а для нашей молодежи, которые, наверное, вот, посещая такого рода мероприятия, делают какие-то для себя выводы. И я надеюсь, что мы сможем показать достойно все, что мы вот все это время готовили для показа на суд зрителей не только нашей республики, но и гостей. Мы хотим, чтобы люди, которые до сих пор не были знакомы с нашей культурой, увидели ее с самой лучшей стороны, увидели уникальность музыкальной культуры, хореографической культуры, культуры слова, культуры языка. Все это очень важно передать, донести, сохранить свою культуру, и чтобы о нас говорили. Мы надеемся, что все телерадиокомпании, которые будут присутствовать, они очень именитые компании, они уже по своим каналам все это представят на суд уже зрителям в мировом пространстве. Есть какая-то договоренность с федеральными каналами по поводу да, показа? У нас есть договоренность, и этим занимается фирма-организатор, поэтому я сейчас персонально не могу называть эти все компании, но они очень значимые, весомые, авторитетные.
Вот. И поэтому у нас усложняется задача, так сказать, в творческом плане, дабы это было на самом высоком уровне. Лейла, вам тонко намекнули о том, что все зависит от актеров. Расскажите о роли театра юного зрителя в этом мероприятии. Там не только театр юного зрителя, мы работаем в женском подворье, там заняты и Ингушский драматический театр, и филармония. Весь женский состав, который будет занят именно в этом женском подворье, будет заниматься ковроделием. Это наше старинное мастерство, это то, что нам передали наши, как говорится, мамы, бабушки, дедушки. Почему именно началось с ковроделия? Ведь в старину наши очень сильно занимались овцеводством, собиралось очень много шерсти, ее нужно было использовать для чего-то. И тут же нужно было применить и женский труд, поэтому они занимались именно шерстью. И расчесывали ее, избивали. И мало того, была очень знаменитая войлочная овечья шерсть, которая потом фертели, в дальнейшем она свое название приобретает, когда готовый ковер уже наглядно эти женщины покажут уже зрителю, который будет присутствовать на этом мероприятии. Здесь важно что отметить, что женщина всегда была занята, да? Она занималась определенным ремеслом, и наглядно она всегда демонстрировала ее и мужчинам. И вот когда уже готова будет продукция и уже выход этого ковра на мужскую часть нашего мужского подворья, вот тут и начинается все наше веселье, потому что мужчинам тоже нравится, когда женщины наши трудяги показывают уже итог своей работы. Там, конечно, уже начинаются музыкальные ставки. Но хочу сказать, что использованы будут наши старинные технологические оборудования по расчесыванию, да, шерсти, станок, на котором будут прям наглядно ткать ковер, сбивать шерсть. Здесь важно отметить, что шерсть наши женщины брали именно шеи, баранья, потому что она всегда бывала мягкая, пушистая, а мы знаем, что когда шерсть хорошая, значит и одежду можно было с нее шить, и мало того, с этой шерсти шились и многие вещи, которые потом мужчины наши отправлялись в далекие поездки по горам, они им спасали в холод. Поэтому здесь вот именно большое внимание уделено женщинам, которые оберегают уют, тепло наших мужчин. Поэтому там не только ТЮЗ, там все актеры превосходно играют все. Главное, что уже когда мы выйдем на главную площадку, да, завтра это будет, там только мизансцены будут, может быть, определены, уже другие точки, потому что площадка другая. А так актеры все готовы, они уже знают, что делать, как делать. Мало того, с нами еще работают дети, которые будут заниматься, играть в наши старинные ингушские игры. С удовольствием предоставил Мережков Султан. Все это из музея, и из собственного музея своего. Те игры, которыми раньше играли наши дети. Поэтому все это наглядно увидит наш зритель, и я думаю, что они получат большое удовольствие от того, что мы сыграем в нашем прологе. Я так понимаю, в праздновании задействованы все театры, да, Ингушетии? Да, государственный, драматический, русский, музыкальный, театр юного зрителя. Есть актерские тонкие работы, которые все коллективы актер должен отработать, отыграть в нужный момент, дать свой возглас, дать команду. Поэтому там очень видно будет каждая работа каждого актера, потому что и снимать будут. Поэтому на протяжении этих 20 минут все это должно быть и на лице, и в пластике, и во всем, что может себя показать актер в этой той или иной сцене. У нас участвуют дети еще, дети ансамбля «Даулист», Центра творчества детей и юношества города Назрани, и ребята ансамбля «Лик» при Государственном ансамбле народного танца Ингушетии.
Эти дети привлечены для того, чтобы в самом начале мероприятия до авиашоу диктор расскажет о героях-летчиках Ингушетии. На экранах будет показываться видеоролик о них. Затем начинается авиашоу, которое пройдет полчаса, будет проходить. И в знак благодарности летчикам, прилетевшим к нам на наш праздник, в знак памяти о славных летчиках Ингушетии, дети будут разводить перед сценой солярный знак. Они будут шарами, и, значит, на точке кульминационной песни шары будут запускаться в небо. Вот такой тоже красочный один вот момент, где дети будут в футболках с эмблемами, в одной форме. Вот. Сегодня мы занимались разводкой вот этого солярного знака, и думаю, будет это очень яркая такая краска в общей концепции мероприятия нашего. А конкретно певцы и певицы, они писали специально для вот этого события новые песни или как? Безусловно, да. Сегодня, кстати, мы с Аней Заудиновной обсуждали, это практически 70% из всего, что мы будем показывать. Да, у нас новые песни, у нас и будут некоторые сюрпризы от участников концерта, и российских, и наших республиканских, песни новые, да. Постановки совершенно новые, в частности, Государственный фольклорный ансамбль песни и танца, он сделал 8-минутную хореографическую композицию, называется «На горские традиции». Там, в частности, показывается фрагмент свадьбы, фрагмент сватовства. Это очень интересная постановка, которая проходит совершенно на одном дыхании. В прологе тоже традиционный танец показывает ансамбль «Ингушетия». Вот, рубка поставлена, 2 коллектива мы соединили, они работают вместе. Вот, поэтому... Также в прологе прозвучат 2 новые песни автора Руслан Зангиев, по-моему, да, писал 2 песни. Тоже замечательные 2 композиции, которые потом пойдут в народ и будут жить своей отдельной собственной жизнью. В исполнении тоже наших артистов. Мизиевой Фатимы и Руслана Зангиева, всеми любимого народного артиста. Но я не думаю, что эти песни останутся в прологе, они пойдут потом в народ, пойдут дальше. У них будет своя отдельная жизнь, потому что песни очень замечательные, интересные, и их хочется слушать. Ну, я скажу, Руслан может. Да. Руслан может, Руслан всегда делает уникальные какие-то непроходящие народные песни. Да. Поэтому также хочется сказать, что песни, которые будут в этот день звучать, написаны специально к этому событию. Есть адресные, вот, скажем, такие песни именно к этому событию. Поэтому артисты, деятели культуры, в том числе под контролем, под патронажем Министерства культуры, вот эту работу вели, тщательно следили за тем, чтобы как можно больше новых композиций было. Кстати, как долго вы к этому готовились? Вообще в целом, не только постановке, а вот к этому мероприятию? В целом, когда вы начинали? Мы начали еще до пандемии. Вот, задание было дано всем коллективам, но единственное, все прервалось тем, что люди вынуждены были находиться дома, и поэтому до конца июля вот, все это было заморожено. Мы начали с августа, с самого начала августа. Все включились в работу, коллективы не уходили в отпуск. Мы их оставили, и все на стационаре стали работать. Очень тяжело, конечно, потому что многие болели, многие сейчас болеют. Репетиции порой проходят там без одного, другого, третьего, потому что идет взаимозаменяемость. В этом, конечно, трудность есть. Вот. Но, тем не менее, мы как-то собираемся, делаем и доведем до конца достойно. Действительно, эта пандемия, этот карантин, эта болезнь несла
некие определенные коррективы в наш график, в нашу работу, и нам сейчас приходится, даже на этом этапе приходится выкручиваться из этой ситуации, потому что буквально вчера даже из ансамбля несколько человек заболели. Да. Это говорит о том, что приходится вводить новые лица, новых артистов. А относительно меры предосторожности, как там все будет происходить? Роспотребнадзор будет работать на месте? Роспотребнадзор, да, будет работать на месте, будут сдаваться анализы, будет пропускная система 9 и 10 числа. Вот, поэтому всем будут раздаваться у входа маски и дезинфицирующие средства. Будем. Айна, а кто выбирал российских артистов? Как вы их отбирали? Почему вы решили, что именно Тамара Гвердцители, Глюкоза будут интересны нашей аудитории? Мы выбирали по возрастной категории. Вот. Для молодых мы так подумали, кто будет интересен, поспрашивали. Вот. Для молодого поколения мы приглашаем Глюкозу, очень талантливую девочку, Анкудинову Диану, финалистку программы «Супер». «Ты супер». С этим я согласен, да. Она уникальна. Да, потрясающая. Это кумир подрастающего поколения, молодежи, тинейджеров наших даже. Да. Вот, поэтому Тамара Гвердцители для среднего поколения, более взрослого поколения. Сергей Волчков как представитель академического направления, чтобы и все направления эстрадного искусства, вокального мы хотели пригласить. Вот. Кто у нас еще? Глюкоза. Так, Глюкоза, Анкудинова, Тамара Гвердцители, Сергей Волчков и Николь Ю тоже приедет. Николь Ю – частый гость нашей республики, она полюбилась всем, поэтому тоже, учитывая мнение молодежи, пригласили Николь. Почему стадион Дьякова был выбран? Ну, стадион Дьякова был выбран главой республики. Вот. Ранее мы знаем, что на этом стадионе проходили большие концерты. В свое время выступала Алла Пугачева. Просто мы привыкли, что в основном в последнее время все мероприятия проходят. Ну, да, это тоже наша республика, часть наша, да, Дело в том, что этот республика. город Сунжа получил совсем недавно свой статус городской, поэтому города. периодически надо вот такого крупного масштаба, крупного плана мероприятий проводить и в таких городах. Ну что, я вам всем желаю удачи. Спасибо. Поздравляю наших телезрителей, жителей республики с предстоящим большим праздником. Спасибо, что пришли. Спасибо нашим телезрителям, что смотрели. И всего доброго. Всего доброго.